Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад номер 1» города Воркуты. Мы предлагаем сегодня к рассмотрению следующие вопросы об особенностях развития и особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих детей, о психологических особенностях детей дошкольного возраста с нарушением зрения. Слепота – это отсутствие или нарушение зрения, при котором невозможно или значительно ограничено зрительное восприятие окружающего. Среди причин детской слепоты доминируют врожденные перинатальные патологии, пороки и аномалия развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся следствием эмбрионопатии или принесенных внутриутробных воспалительных процессов. В настоящее время большой процент слепых дошкольников – это дети с ретинопатией недоношенных. Если тяжелые зрительные патологии приобретены ребенком до 3 лет жизни, то слепота, возникшая на их фоне, считается врожденной. Ребенок с тяжелой зрительной патологией определяется как инвалид детства по зрению. Основанием для определения инвалидности является сочетание 3 факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение жизнедеятельности и социальная недостаточность. В категорию слепых дошкольников в соответствии со степенью сохранности базовых зрительных функций входят тотально слепые дети, это абсолютная слепота, дети со светоощущением, дети с остаточным зрением, практическая слепота. Тотальная слепота – это полное отсутствие зрительных ощущений. Сохранное светоощущение свидетельствует о возможности ребенка ориентироваться на яркий свет и контрастную его темноту, что выступает сильным фактором повышения мобильности, особенно с правильной проекцией. Дети с практической слепотой по своим зрительным возможностям – это достаточно разнородная группа, что прежде всего обусловлено сохранностью, проявлением 2 базовых функций – центрального и периферического зрения. Нарушение центрального зрения при практической слепоте характеризуется снижением его остроты от 0,04 до 0,005–0,01 на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции. Нарушение периферического зрения, приводящее к слепоте при высоких показателях остроты зрения, характеризуется концентрическим сужением поля зрения от 20 градусов и менее. Так как к слепоте, как правило, приводят системные поражения зрительного анализатора, то часто практическая слепота характеризуется одновременным серьезным нарушением 2 базовых зрительных функций: значительным снижением остроты зрения и сужением поля зрения в любом меридиане. Вследствие системного поражения зрительной системы, вовлечения в патологический процесс разных структур зрительного анализатора, остаточному зрению свойственна распространенность при неразнозначности нарушений зрительных функций, нарушение цветоразвлечения или выраженная светослабость, нарушение световосприятия, повышение или понижение светобоязни, нарушение моторного аппарата глаз в виде нистагма и значительного нарушения подвижности глаз, нарушение оптического аппарата глаз, нарушение пространственной контрастной чувствительности и другое. Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций, поворот глаз или поворот головы к источнику света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущими в поле зрения объектом, предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта видения,
В норме это первый год жизни. Включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего и тем самым значительное усложнение не просто развития остаточного зрения, но и пониманием ребенка факта того, что зрение у него есть. Наилучшие результаты в использовании кратковременное подключение остаточных функций к отражению имеют слепые дошкольники с показателями от остроты зрения от 0,4 до 0,2 на лучший видящий глаз в условиях оптической коррекции с правильной и устойчивой светопроекцией, с сохранением способности к светоразвлечению, сохранности полей зрения. Нарушение зрения в детстве, вне зависимости от его степени, выступает аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения как зонда пространства в чувственном познании ребенком окружающей действительности, с формированием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей функций. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими детьми. В то же время от рождения и на протяжении всего дошкольного возраста для слепых детей характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием отсутствующего или глубоко нарушенного зрения, которое определяет их психолого-педагогическую диагностику. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения, вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта, выступает тот факт, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности происходит на суженной сенсорной основе. Слепые дошкольники, наряду с общими особенностями развития, имеют выраженные индивидуальные достижения в компенсированности, личностном становлении, общем развитии и характере освоений отдельных сфер жизнедеятельности. Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников составляют следующие элементы. Первое – это степень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу развития от зрячих сверстников, что проявляется в несовпадении периодов освоения этих категорий дошкольников, ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение со взрослым и манипулятивная деятельность, как ведущие виды деятельности, остаются для слепого ребенка актуальными и в период раннего детства. Предметная деятельность и предметная игра выступают ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а в отдельных случаях и на протяжении всего дошкольного возраста. Умения и навыки в отдельных сферах. В двигательной сфере, в младенчестве, у слепого ребенка задерживается развитие функций рук. Запаздывает развитие хватательных движений, ощупывательных движений, задерживается развитие координации рук и мелких движений пальцев. Слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают свободную самостоятельную ходьбу со второй половины второго года жизни. Ходьба остается основным движением, характеризующим мобильность в пространстве на протяжении дошкольного возраста. Это формирование навыков бега, прыжков, лазания весьма затруднено. В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии предметности слухового восприятия. В условиях дефицита взаимодействия с предметным миром отставание в развитии осязания. В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована слепым ребенком в период младшего дошкольного возраста.
Характерен недостаточный темп и объем формирования представлений как образов памяти об окружающем, что несколько снижает темп развития наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается медленно, что связано с недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире. Извините. Садись. По типу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или значительно отставать от развития зрячих сверстников. Диспропорциональность развития сферы личностного развития, становление которых в антогенезе дошкольника в меньшей степени зависит от зрения. У слепого ребенка развиваются быстрее, хоть и своеобразно, чем сферы в двигательном компоненте, в которых в период становления велика роль зрения. Речь и вербальный компонент, деятельность осваиваются слепым ребенком успешнее, темп развития произвольность, чем двигательная сфера. Диспропорциональность развития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу старшего дошкольного возраста. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением недостаточности и развитием способностей – это целостное и одновременно детальное отражение воспринимаемой действительности. Освоение практической деятельности, ее содержание, действия и способы осуществления. Регуляция и контроль за осуществлением, оценка результатов, построение, корректировка образов об объектах действительности в условиях их опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях суженной сенсорной сферы. Освоение средств общения в условиях слепоты. Ориентировка в пространстве, свободное и самостоятельное передвижение в нем, успешное с точки зрения становления компенсации, развитие слепого дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью ребенка развивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы разной модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, остаточное зрение с освоением перцептивных умений и навыков, формированием движений и действий познавательной деятельности, развитие речи, ее компенсаторной функции, мышления, воображения, памяти. Своевременное развитие компенсаторных процессов обеспечивает слепому ребенку темп и уровень общего развития, в целом соотносимый с развитием зрячего сверстника. Достижение в дошкольном возрасте достаточного уровня психической и личностной готовности к школе. Компенсация слепоты развивается прижизненно на биологическом и социальных уровнях в их диалектическом единстве. Компенсация слепоты на биологическом уровне в детстве обеспечивается функциональным состоянием высшей нервной деятельности. Поэтому в развитии слепого ребенка так важна биологическая сохранность мозговых структур с формированием таких механизмов компенсации, как развитие сложных функциональных систем связи, выступающих физиологической основой становления психической деятельности, которые в свою очередь также выступают компенсаторным механизмом. Поражение отделов головного мозга, заболевания центральной нервной системы, приводящих к нарушению слуха, речи, интеллекта, движений и, следовательно, выступающие наряду со слепотой первичными нарушениями, значительно осложняют развитие компенсации, снижая темп и уровень общего развития. Основополагающим для компенсации слепоты выступает социальный фактор, который связан с активностью и доступной самостоятельностью ребенка в разных сферах жизненных проявлений. Познание окружающего, общение с окружающими, самообслуживание, игра, двигательная деятельность, проявление творческих начал и способностей.
Активность слепого ребенка во многом обусловлена условиями его жизнедеятельности, включающими специальную предметно-пространственную организацию среды, жизни и деятельности ребенка, специальное обучение способам ориентировки, познания и взаимодействия с окружающим миром в условиях суженной сенсорной системы. Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со временем наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, сочетающихся со слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом. Характеристиками слепого ребенка могут выступать компенсация трудностей чувственного отражения, достаточная для освоения видов детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности и деятельности, осуществляемой в режимных моментах, с актуализацией познавательного, социально-коммуникативного, речевого, физического, художественно-эстетического развития в группе сверстников, с востребованным индивидуальным подходом, обеспечивающая способность ребенка к адаптации в новых предметных и социальных средах с опорой на имеющиеся умения, представления, жизненный опыт. Ребенок активно использует слух, осязание, обоняние, речь и способность к осмыслению происходящего, ориентировку в пространстве. Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности, возможность появления и развития вторичных отклонений, структурных компонентах, интегративные психические и психологические образования личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются 3 группы психических и психологических образований. Первое – это личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений. Даже в условиях достаточно сильной, адекватной потребностям и возможностям слепого ребенка социальной среды, психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические представления как образы памяти, коммуникативные. Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливает возможность развития у дошкольников следующих вторичных нарушений. Это бедность чувственного мира, малый запас и низкое качество чувственных образов памяти, образов предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, сенсорных эталонов, движений и действий, вербализм представлений. Также может быть боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, слабость артикуляционного аппарата, недостаточное развитие психической структуры, схемы тела, пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-практических умений, а также низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное звукопроизношение. Личностное образование с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта, вследствие зрительной депривации и слабостью социальной среды, игнорирующей потребности, настоящее и будущее ребенка. Мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных потребностей слепого ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности, недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, органическая пассивность, скованность движений, стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, слабое дифференцировочное торможение и реактивной впечатлительности, недостаточная развитость внимания, слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной формы мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения и много других.
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие слепоты практически отсутствует. Креативные и нравственные, интегративные и психические образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной личности, нереализованным эмоционально-волевым потенциалом, это может быть бедный опыт волевого поведения, приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, может быть гиперопека, гипоопека или авторитарный стиль. Для слепых детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. Особенностями социально-коммуникативного развития слепых дошкольников выступают недостаточный опыт социальных контактов, трудности в установлении контакта с окружающими, зависимость проявлений коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности зрячего социума, пассивность в общении, слабая эмоциональная отзывчивость и трудности в освоении двигательного компонента умений и навыков общения и взаимодействия, в игровой деятельности, пространственной ориентировки для их поддержания. Слепым детям свойственны черты аутизации. Особенностями познавательного развития слепых дошкольников выступают суженный кругозор, знания с малой познавательной активностью. Речь и уровень речевого развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность познавательных действий, трудности целостного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов. Чувство нового, освоение предметных, причинных, пространственных, логических связей. Замедленный темп познавательного развития во многом обусловлен трудностями освоения игровых действий и умений, бедным игровым опытом. Компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивает и требует целенаправленного развития процессов памяти, внимания, воображения и речи. Чувственный этап познания, его компоненты требуют специального педагогического сопровождения. Обучение умениям и навыкам осязания, слухового восприятия, развития и обогащения тактильных ощущений, обоняния, зрительных впечатлений. Это у детей с остаточным зрением. Создание востребованной слепым ребенком особой предметной среды, побуждающей его к сенсорной познавательной активности. Практические умения и способы познавательной деятельности формируются посредством прямого обучения. Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи, недостаточная выразительность речи, бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов. Трудности чувственного отражения, малая познавательная активность по отношению к окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи, расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях. Речи слепого ребенка присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. Особенностями физического развития слепых детей являются недостаточный уровень физического развития в узком значении, несоответствие антропометрических показателей, это то есть рост, масса тела, окружность грудной клетки, средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательных систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физических качеств. И все это приводит к трудностям формирования навыков правильной ходьбы, выраженное снижение двигательной активности, трудности пространственной ориентировки и необходимость целенаправленного формирования
умений и навыков пространственной ориентировки. Особенностями художественно-эстетического развития являются бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания и эмоционального переживания совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика предметов и объектов действительности, трудности формирования представлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудности формирования эстетических понятий красивый или безобразный, доступность освоения видов художественно-эстетической деятельности, основанной на слуховом, осязательном восприятии, тактильных впечатлениях. Социализация слепого ребенка зависит от ряда факторов. Это особенности социальной среды и условия жизнедеятельности в семье, ее воспитательного потенциала. Адекватность отношения взрослого социума ребенка к слепоте, его возможностям, реальным и потенциальным, и потребностям в настоящем и будущем, той роли, которая ему отводится. Поддержки семьи в вопросах воспитания и развития слепого ребенка. Соответствие образовательной среды дошкольной образовательной организации особым образовательным потребностям слепого дошкольника, ее составляющих – это сфера общения, область межличностных отношений, в системе координат зрячий-слепой, слепой-зрячий, сфера организации и обеспечения освоения слепым дошкольникам различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-пространственной среды, уровень и направленность коррекционно-компенсаторного сопровождения. О психологических особенностях детей дошкольного возраста с нарушением зрения расскажет педагог-психолог нашего учреждения Альбина Ивановна Санцова. Альбина Ивановна. В семье родился слепой малыш. Осознание этого факта – сильнейший стресс для его близких. Подобные переживания, как правило, усугубляются тревогой за будущее ребенка. Как скажется этот дефект на умственном и физическом здоровье? Сможет ли малыш нормально развиваться, учиться и общаться с другими людьми? Ответ на все эти вопросы во многом зависит от того, насколько сильными и терпеливыми окажутся родители, которым предстоит нелегкое испытание – адаптировать незрячего ребенка к нормальной, полноценной жизни. Незрячий ребенок воспринимает мир по-другому, использует другие способы познания окружающего мира по сравнению со зрячими людьми. У него происходит перестройка всей системы функций, с помощью которых осуществляется познание. Своеобразным становится и сам процесс психического развития детей с нарушениями зрения. Важнейшим механизмом в развитии ребенка с нарушением зрения является компенсация. Компенсация слепоты является сложным психическим образованием, системой психических процессов и свойств личности, которая формируется в процессе роста и развития ребенка. Возможность компенсации недостаточности зрения объясняется тем, что ребенок владеет несколькими различными способами выполнения одного и того же действия, разными способами решения стоящих перед ним задач. Компенсация предполагает использование слуха, осязания, обоняния и других органов чувств, а также речи для замены недостающего зрения. От того, насколько успешно будет произведена такая замена, зависит результат развития ребенка с нарушениями зрения. До 2-3 месяцев жизни младенец с глубокими нарушениями зрения по характеру реакции и поведению почти не отличается от зрячего ребенка того же возраста. И только после этого периода патология начинает заметно себя проявлять. Малыши отстают от сверстников в освоении навыков подвижности. Имеется в виду повороты со спины на живот и обратно, попытки садиться, а в дальнейшем и самостоятельно ходить. У них замедленно развивается мышление, возникают затруднения в попытках овладения предметными действиями. Кроме того, снижение зрительных функций отрицательно влияет и на психическое, физическое и эмоциональное развитие.
Это выражается в малой подвижности, пониженном настроении, тенденции к замкнутости, погружении в себя и, как следствие, приводит к игнорированию контактов с другими людьми. У слепых и слабовидящих отмечают закономерные изменения в сфере внешних эмоциональных проявлений. Все выразительные движения, кроме вокальной мимики, при глубоких нарушениях зрения ослаблены. Даже безусловно рефлекторные выразительные движения, сопровождающие состоянием горя, радости, гнева и другие, проявляются при глубоких нарушениях зрения в весьма ослабленном виде. Исключение составляют только оборонительные движения, сопровождающие переживание страха. Вялое, порой неадекватное внешнее проявление эмоций у лиц с нарушением зрения зачастую сочетается с навязчивыми движениями. Это и частое потряхивание руками, и подскоки на пружинистых ногах, и надавливание пальцем на веки, и ритмичные покачивания туловищем или головой. Это мешает зрячим по достоинству оценить нравственные, интеллектуальные и другие качества слепых и слабовидящих. Так, чрезмерно улыбчивых слепых зрячие в школе воспринимают как подхалимов, а на улице как интеллектуально неполноценных. Слепые дети с остаточным зрением и слабовидящие при разговоре часто кажутся зрячим странными, потому что как бы наступают на собеседника. Это вызвано желанием разглядеть собеседника, и если он отступает, то дети слабовидящие двигаются за ним. У слепорожденных наблюдается отставание в развитии образного мышления, затруднения в движениях, внимание, логическое мышление, речь, память развиваются нормально. С большим трудом формируется правильное соотношение между отвлеченными знаниями и конкретными представлениями. Они легче усваивают отвлеченные, нежели конкретные понятия. Наблюдаются нарушения, связанные с трудностями в учении, в игре, в быте, неуверенность, пассивность, склонность к самоизоляции или раздражению, возбудимость, а может быть даже и агрессивность. У ослепших детей, когда зрение утрачено после рождения в дошкольном или школьном возрасте, имеет значение сохранность зрительных представлений. Чем позже ребенок потерял зрение, тем больше у него объем зрительных представлений. Чем позже, который можно воссоздать за счет словесных описаний. Если не развивать зрительную память, происходит постепенное стирание зрительных образов. Нормальная мыслительная деятельность слепых детей опирается на слуховой, двигательный, кожный и другие анализаторы. На их основе развиваются произвольное внимание, мышление, речь, воссоздающее воображение, логическая память, которые являются ведущими в процессе компенсации. Коррекционно-компенсаторное обучение слепых позволяет им за 11 лет получить полное среднее образование и производственную специальность. Обзор окружающей действительности сужен, замедлен и неточен, поэтому для слабовидящих детей характерны ограниченность и искажение представлений. Замедлены процессы запоминания, мыслительная операция, затруднена ориентация в пространстве. У многих слабовидящих нарушено цветоощущение. Характерны также раздражительность, замкнутость, негативизм, связанные с неудачами. При обучении в массовой школе слабовидящие дети испытывают ряд трудностей. Трудности узнавания характерных внешних признаков предмета. Из-за нечеткости и замедленности восприятия. Трудности в развлечении строк, сходных по написанию букв и цифр, ведущих к невозможности овладения счетом и чтением. В обычной школе слабовидящие дети не видят написанного на доске, изображений в таблицах. При зрительной работе такие дети быстро утомляются, что способствует дальнейшему снижению зрения, а также снижению умственной и физической работоспособности. При обучении в школе для слабовидящих используются специальные оптические средства, телескопические очки, контактные линзы, лупы, проекторы, повышенная освещенность, учебники с крупным шрифтом. Давайте рассмотрим, как же развиты психические процессы у слабовидящих детей.
Процесс формирования образа внешнего мира при нарушениях зрения находится в прямой зависимости от состояния сенсорной системы, глубины и характера поражения зрения. Нарушение деятельности зрительного анализатора приводит к образованию новых внутри межанализаторных связей, к изменению взаимоотношений внутри сенсорной системы и образованию свойственной только слепым или слабовидящим специфической психологической системы. Создание образа предметов внешнего мира на основе остаточного зрения осуществляется слепыми быстрее, легче, точнее и дольше сохраняется в памяти, что сказывается на улучшении их осязательного узнавания. У детей с нарушением зрения формируются объединенные, часто деформированные и неустойчивые зрительные образы. Нарушение зрения накладывает отпечаток на протекание всего процесса формирования образа. Ограниченность информации, получаемой частично видящими и слабовидящими, обуславливает появление такой особенности их восприятия, как схематизм зрительного образа, его объективность. Нарушается целостность восприятия объекта. В образе объекта часто отсутствуют не только второстепенные, но и главные детали, что ведет к фрагментарности и неточности отражения окружающего. Присутствуют трудности выделения существенных качеств, отсутствие целостности образа, его фрагментарность и неполнота, а также низкий уровень обобщенности образа при глубоких нарушениях зрения. В структуре образа объекта внешнего мира, слепого и слабовидящего, значительное и важное место отводится слуху и слуховым характеристикам, позволяющим дистанционно воспринимать объект. Осязание у слепых вовлекается в более активную деятельность, чем у зрячих. Осязание является мощным средством компенсации не только слепоты, но и слабовидения. Наибольшее повышение чувствительности обнаружено на пальцах рук, что связано с обучением чтению рельефно-точечного шрифта Брайля. Нарушения зрения тормозят полноценное развитие познавательной деятельности слепых и слабовидящих детей, что находит свое отражение и в развитии и функционировании мимических процессов. При нарушении зрения происходит изменение темпа образования временных связей, что отражается на увеличении времени, требующегося для закрепления связи и количества подкреплений. Для слепых и слабовидящих характерно также недостаточное осмысление запоминаемого наглядного материала. При исследовании запоминания ряда брайлевских фигур выявилось менее ярко выраженное, чем в норме, проявление закона края и меньшая подвижность в свободе воспроизведения. Слепые дети более строго придерживались воспроизведений порядка предъявлений, что связано с большей утомляемостью и инертностью центральной нервной системы. Для слепых и слабовидящих свойствен достаточно большой диапазон индивидуальных различий в объеме памяти и скорости запечатления по сравнению с нормой. Исследование соотношения зрительной, слуховой и осязательной памяти у слепых и частично видящих выявило слабую сохранность зрительных и мимических образов. Зрительные предметные представления, скорее, чем у нормально видящих, теряют дифференцированность, становятся схематичными и фрагментарными. Это свидетельствует об особенностях соотношения кратковременной и долговременной памяти, при зрительной недостаточности, более быстром распаде зрительных образов и значительном снижении объема долговременной памяти. Для воспроизведения также характерны неполнота, фрагментарность восприятия образов и замедленность их формирования. У слепых наблюдается явление реминисценции. Это когда последующее повторное воспроизведение оказывается более точным, чем первое, следовавшее непосредственно за восприятием. Это связано, по-видимому, с большей инертностью протекания процессов возбуждения и преобладанием тормозных процессов. Систематизация, классификация, группировка материала, так же как и создание условий его четкого восприятия, является предпосылкой развития памяти при нарушенном зрении. В отечественной тифлопсихологии существует мнение о том,
что мышление является одним из важных факторов психологической компенсации зрительного дефекта и процесса формирования способов познания окружающего мира. Имеются 3 концепции развития мышления лиц с дефектами зрения. Первая теория ускоренного развития мышления слепых и слабовидящих. Вторая теория отрицательного влияния нарушения зрения на развитие мышления. И концепция независимости уровня развития мышления от дефектов зрения. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы у слепых и слабовидящих имеют ту же номенклатуру эмоций и чувств, что и зрячие, и проявляют те же эмоции и чувства, хотя степень и уровень их развития могут быть отличны от таковых зрячих. Особое место в возникновении тяжелых эмоциональных состояний занимает понимание своего отличия от нормально видящих сверстников, которые возникают уже в 4-5-летнем возрасте. Школьники понимают и переживают свой дефект уже и в подростковом возрасте. Осознание ограничений в выборе профессии, партнера для семейной жизни осознают в юношеском возрасте. Наконец, глубокое стрессовое состояние возникает при приобретенной слепоте у взрослых. Для лиц, недавно утративших зрение, характерна также сниженная самооценка, низкий уровень притязаний и выраженные депрессивные компоненты поведения. Слабовидящие дети показывают большую эмоциональность и тревожность по сравнению с тотально слепыми детьми. Для слепых свойственны также страх перед неизвестным, неизведанным пространством, наполненным предметами с их опасными для ребенка свойствами. Для детей с глубокими нарушениями зрения характерно замедленное формирование различных форм деятельности. В возрасте до 3 лет наблюдается значительное отставание в психическом развитии детей с нарушениями зрения из-за возникающих вторичных нарушений, проявляющихся в неточных представлениях об окружающем мире, в недоразвитии предметной деятельности, в замедленно развивающемся практическом общении, в дефектах ориентирования и мобильности в пространстве, в общем развитии моторики. В дошкольном возрасте у слепых взаимозаменяемыми формами ведущей деятельности являются предметная и игровая, а в младшем школьном – игра и учение. Витковская отмечает также замедленный темп формирования предметных действий, трудности переноса их в самостоятельную деятельность. Формирование учебной деятельности у слепых и слабовидящих младших школьников является длительным и сложным процессом. И основа этого процесса – формирование готовности сознательно и преднамеренно овладевать знаниями. Дети с нарушением зрения нуждаются в повышенном внимании и заботе. Их развитие замедленное по сравнению со здоровыми сверстниками. Правильный домашний уход за таким ребенком и обучение в специализированном учреждении помогут ему максимально подготовиться к предстоящей самостоятельной жизни. Уважаемые коллеги, подведя итог всему вышеизложенному, определим особые образовательные потребности слепых и слабовидящих дошкольников. Во-первых, это системное повышение функциональных возможностей детского организма в условиях ограниченных возможностей здоровья, охрана и развитие органов чувственного отражения в условиях слепоты, поддержание и повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия, обогащение чувственного опыта мировосприятия, осуществляемое на основе деятельности сохранных анализаторов, освоение умений формирования полимодельных и осмысленных образов восприятия картины мира, целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей функцию слуха, осязания, обоняния с актуализацией возможного подключения остаточного зрения к жизнедеятельности, развитие компенсаторной функции речи, повышение роли памяти, мышления, воображения, формирование и осмысление картины мира.
освоение умений и навыков в общении в условиях трудностей и особенностей социальной перцепции, развитие коммуникативного опыта посредством активной позиции взрослого социума, овладение средствами общения в системе координат зрячий-слепой, слепой-зрячий, расширение опыта, освоение умений и навыков взаимодействия с предметным миром, его формирование, его познание с формированием адекватных образов, развитием картины мира, освоением предметных связей в условиях суженной сенсорной сферы, увеличение объема движений с повышением двигательной активности, освоение опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий, формирование двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающих особенности освоения движений в условиях трудностях или невозможности дистантного отражения движений окружающих. Накопление позитивного опыта, умений и навыков общения со зрячими взрослыми и сверстниками через преодолевание трудностей социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности. Освоение способов разных видов деятельности, познание, ориентировки в окружающем мире посредством прямого обучения двигательному компоненту, целенаправленного формирования алгоритма действий, специальной предметно-пространственной организации образовательного пространства, поддержание и развитие активности, доступной самостоятельности в образовательном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушениями зрения, с освоением опыта инициативности, развития чувства нового, познавательных интересов и любознательности. Сопровождение специалистами в области коррекции формирования слепых дошкольников адекватных образов, способов познания и взаимодействия с окружающим миром. Востребованных в освоении рельефно-точечного шрифта письма и чтения по системе Брайля, психоэмоционального и потребностного личностного развития. Расширение знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. Уважаемые коллеги, наша встреча подошла к концу. Нам очень хочется надеяться, что мы помогли вам посмотреть на мир немного по-другому, посмотреть с позиции слепого или слабовидящего ребенка. Мы желаем вам и вашим семьям здоровья. Берегите себя и до новых встреч. Всего доброго.